29-я годовщина барынских событий, которые произошли 5 апреля в 1990 году, еще раз напомнила трагедию уйгурского народа. Жители поселка Барын выдвинули законные требования прекратить произвол местного управления, ограничение рождаемости и массовое заселение китайцев. Однако власти приняли решение подавить митинг. В результате бомбардировки 9 поселков погибло 1000 невинных людей. По словам некоторых свидетелей, на теле одного из убитых новорожденных было насчитано 77 пулевых ранений. Мы чтим память героев Барынского восстания. Уйгуры США вместе с общественными организациями провели митинг в память о барынских событиях и жертв лагерей политического перевоспитания. Люди держали в руках портреты погибших, а также незаконно задержанных мусульман. Митингующие потребовали от руководства Китая закрыть лагеря и освободить религиозных деятелей, интеллигенцию, а также всех заключенных жителей Восточного Туркестана. 4 апреля 43 члена Палаты представителей США, Республиканской и Демократической партий послали совместное обращение министру иностранных дел Майку Помпео, министру финансов Стивену Начину и министру экономики Вилвору Россу, в котором призвали руководство страны ввести санкции против Китая, нарушающего права уйгуров и миллионов мусульман, находящихся в лагерях перевоспитания. В обращении к Трампу был отмечен и секретарь Компартии в Восточном Туркестане Чен Чанго, который также замешан в жестоких репрессиях против народа Восточного Туркестана. Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по поводу экономических переговоров с Китаем, в котором отметил, что до важного момента для обоих государств остались считанные дни. На пресс-конференции, организованной в овальном зале, Трамп сообщил о том, что стороны пришли к согласию за исключением нескольких вопросов. Президент России Владимир Путин созвал Совет Безопасности на экстренное совещание. Официальный Кремль сообщил, что на совещании был рассмотрен визит Биньямина Нетаньяху в Москву и ситуация в Сирии. Кроме этого, были рассмотрены вопросы, касающиеся собрания, посвященного стратегическому сотрудничеству Турции и России, которое состоится через неделю. Китайское правительство продолжает аресты ни в чем не повинных уйгуров и казахов в Восточном Туркестане. По сообщениям Казах-Хабар, власти Китайской Народной Республики осудили 13 бизнесменов, задержанных 31 марта в поселке Шенгил Алтайского района. Бизнесменов обвинили в создании незаконной благотворительной организации и осудили на срок от 3 до 20 лет.